Уважаемый господин Башкан Грузии, уважаемая глава Народного собрания, уважаемый товарищ президент Гагаузской республики, уважаемый товарищ председатель Верховного Совета Гагаузской республики. Как бывший член Временного правительства Гагаузии лет, хотел бы тоже поделиться тем, что вот вижу, слышу. Гагаузии 21 год. И вот послушав председателя Юсеева, послушав Леню, моего товарища, в 21 год можно жениться, стать воином. В 21 год это в среднем по всему миру гражданство. Человек вступает в полные гражданские права. То есть Гагаузия состоялась уже, так сказать, она должна быть гражданином среди всех народов мира, как они являются. И вот на фоне этого мне хотелось бы вам сказать, здесь говорили, что экономическая составляющая Гагаузии не всегда зависит от нее лично, что политическая. И я, как свидетель, и не только свидетель, но и участник тех лет, хочу с этой трибуны праздничной сказать, что действительно да. И огромное спасибо Тополу Степану Михайловичу и Михаилу Васильевичу Киндигеляну, которые вот в такой связке и в тюрьму вместе пошли, и добились именно благодаря вот такой связке. Хороший пример. Но есть и другие примеры. Пошли выборы, есть и примеры, например, нападение Ельцина на Верховный Совет. Есть много примеров, когда 200 лет воевали законодатели демократии англичане между королем и парламентом. Разные вещи есть. Политика – это власть, а власть властолюбивые люди так просто не отдают. Так вот, что же, я вот задумался и думаю, уважаемые друзья, что же сказать вот в 21 год Гагаузской республики? Так ли уж личны эти вот напряги между Башканом и председателем Народного собрания? Или если мы посмотрим глубже, то в личные напряги могут вмешиваться и со стороны. А может быть, есть и объективные факторы. Может быть, есть и те вещи, которые, в принципе, как говорил Монтескье, нарушают баланс властей. В Гагаузии, коль мы говорим, что она состоялась как гражданин, пора переходить серьезно к разделению властей. И поэтому, учитывая, что вот дали слово, решил выдвинуть вам свои предложения для того, чтобы сделать все, чтобы ни законодательную, ни представительную и ни исполнительную власть не сталкивать между собой. У меня, коль так отметим, так сказать, работает. Извините, чуть-чуть больше 5 минут буду, но у наших братьев башкир, тюрков, было хорошее правило. Выступает ровно столько, сколько может простоять на одной ноге. Калдар бирай. Значит, следующее предложение. Прошу ветеранов, давайте внимательно вдумаемся. И потому что я прошу усиления и получения, скажем, нами какой-то законодательной инициативы в Гагаузии. Но обратите внимание, учитывая и момент, и возможность, не так сильна центральная власть, а нам надо укреплять автономию. И самое время предлагаю, во-первых, Башкан должен быть, не то что отстранен, Башкан должен уйти из непосредственной исполнительной власти
оставшись политическим главой Гагаузии, гарантом уважения и гарантом прав гагаузского народа. Выдвигается по предложению, знаете кого? Совета ветеранов Гагаузской республики. Те люди, которые знают, что этот политический глава сохранит не только их ветеранские интересы, а именно интересы гагаузского народа. Потому что в свое время ветераны не боролись за собственную власть, а думали о том, как состоялась Гагаузия. Не надо увеличивать количество членов нашего гагаузского секту, потому что мне не нравится народное собрание. Оно хорошо в русской транскрипции, но у него есть Разбашкан, глава Гагаузии, то естественно и Юсек Топуш. Давайте будем исходить из того, как принималась Гагаузия. Так вот, у Юсек Топуш должно остаться тоже количество депутатов, но пакетом голосов он должен обладать согласно количеству набранных голосов. Набрал он 500 или до 500 голосов избирателей, 1 голос в парламенте. Набрал 1000, 2 голоса в парламенте, 2000 за него проголосовали. Извините, он обладатель 4 голосов. Потому что за него проголосовали. Мы не можем увеличивать количество, но мы в состоянии, и это будет справедливо, пакет голосов. Это значит, уважаемый человек, который, скажем, победил в Камрадском округе и набрал 3000 голосов, у него 6 голосов. Кроме того, Юсек Топуш должен формировать по предложению Башкана кабинет министров. Хватит нам бегать с политическим определением, выдвинутым чисто из партийных анналов. Все партии используют этот термин: исполнительный комитет, исполнительный комитет, исполнительный комитет. Пора Гагаузии иметь собственный кабинет министров. Вы посмотрите, рядом молдавские районы, у них председатель района, у них совет, у них все ветви власти. Пора Гагаузии иметь свой кабинет министров. Что касается Долаев, то член исполкома, входящий, не член исполкома, а министр, посмотрите, как у турков, министр, губернатор или мэр Стамбула, министр, представитель по Челеронскому Долаеву. Все нормально. Без большого этого самого, без большого количества бюрократов, только представитель той части, потому что это связано еще и с Вулканешем. Я думаю, когда мы разделим власти на Башкана, премьер-министра, и назовем его Башкана Юсек Топушу, да, Башкан Юсек Топушу, и когда мы будем иметь 3 крупных политиков, которые, возможно, захотят перетекать оттуда туда, но это означает, что чисто личные, вот те трения, которые мы видели сегодня, даже на празднике, те трения можно устранить. Вот это вот такой вот юридический аспект, уважаемые братья, ветераны и сестры, я хотел вам предложить, потому что, если мы сказали с вами, экономический фактор не совсем от нас зависит, а политический Киннигелян назвал, то вот это юридический фактор. И если все мы эти 3 фактора поймем и будем прислушиваться к ветеранам, то я думаю, на праздничный день мы не будем слышать взаимоукор, взаимные претензии, а отдадим дань гагаузам, которые вовремя проснулись в нужное время и добились того, что братья курды, на что братья курды смотрят на нас с большой завистью. С праздником вас!